Всем привет! И с вами Александр Бубков. И сегодня у нас автомобиль, который делает бу-бу-бу-бу-бу. Встречайте, Subaru Legacy B4. Legacy B4. Это третье поколение этой модели. Отличается от обычной Legacy, то есть это просто-напросто седан. Но вид довольно экстерьер интересный, мускулистый, набравший мускул. Интересная задняя оптика, которая, в принципе, похожа на универсал, но в то же время и своя фишка тоже есть. Передняя оптика одинакова, 17-й диски. Все это довольно интересный спортивный дизайн получился у этого седанчика. Он довольно-таки большого класса. Существует две комплектации у этого автомобиля. То есть это RS и RSK. Турбо и, соответственно, атмосфера. Атмосфера RS просто, RSK это турбо. У турбы, конечно, самые топовые комплектации. Ну и у атмосферы тоже есть хорошие оснащенные комплектации. Итак, пойдемте поближе сюда. Видим мы здесь, соответственно, здесь у нас, естественно, уже не сток. С виду мы видим интересный цвет, 18-е колеса. Люка здесь нет, к сожалению, но это все не суть люк, это, по сути, вещь такая, которая, по сути, не нужна, вроде не нужна. Вот. Сзади, как будто бы вот арка, или мне кажется так, или арка у нее меньше, чем передняя. Возможно. Вот. Самое интересное скрывается здесь под капотом, это EJ20, который все субаристы, все, кто ездил на Subaru, знают о нем. EJ20 это мотор, если у вас он атмосферно, то он скучный. А если у вас Twin Turbo, как здесь, будет очень интересный моторчик. Итак, пойдемте к мотору. Ставь паузу, сволочь. EJ20. Twin Turbo, оппозитный моторчик. Очень для обычного пользователя, обычных автомобилей, у которых рядные шестерки, рядные четверки и так далее, это будет очень непривычный двигатель, потому что все думают, а где тут что? Очень сложно в обслуживании мотор. Существует много версий, там DOX, SOX, то есть одновальный, двухвальный, много всяких систем было, и ставили системы газораспределения, там, муфта, ставили на впуске, потом на впуске-выпуске, на этом кузове впуск-выпуск не ставили, только на впуск. Это все не влияло на мощность, но влияло именно на крутящий момент, характеристики мотора, с низов в середину, расход топлива, все это меняло, но мощность менял. Мощность, кстати, здесь тоже отличается. Вот у автоматных версий стоит 260 лошадиных сил, у механики 280 лошадей. Также и с полным приводом такая же история. Здесь умная система полного привода субаровская, знаменитая, с межосевым дифференциалом и мискомуфтой. Все это. Но у механики распределение крутящего момента 50 на 50. Он распределяет сам умный полный привод. У автомата 60 на 40. То есть это тоже интересная вещь у японцев. Зачем было заморачиваться только из-за коробки, да? Но, видимо, хотели добавить интересности на механике. В общем, по мотору много всяких споров по поводу его надежности и тому подобных вещей. Есть такая знаменитая вещь, как стучащий второй, четвертый цилиндр на нем. Это из-за коротких юбок поршня и может это стучать 50 тысяч километров. Вот он у вас будет стучать на холодную, потом прекращается. Может стучать вот так, и вы будете ездить 50 тысяч, думать, у меня мотор стучит, и вы будете ездить по барабану. Бывает бах, и все, и мотора у вас нет. Вот, это все особенность конструкции такая, короткие юбки поршня. Также есть открытые рубашки охлаждения, закрытые рубашки охлаждения. То есть все это все равно дорабатывает. Мотор, по сути, оставался тот же, но в нем постоянно дорабатывались какие-то железки, ставились какие-то новые вещи, нововведения. А мотор всегда тот же самый. Это, кстати, интересно тем, что любому тюнингеру, у вас есть какая-то модель, вышла какая-то новая вещь от этого мотора, вы можете сюда ее спокойно поставить. Это интересно.
Моторчик реально интересный, но сложно он в замене свечей, то есть свечи надо ставить хорошие, чтобы ездить долго, соответственно, чтобы потом не париться. И замена ГРМ это целая эпопея, там я не знаю, что нужно сделать, чтобы это поменять, честно. Но пишут, что эпопическое мероприятие. По ресурсу, ресурс, в принципе, в атмосфере бегает 300 тысяч что-то, ну, на практике около 300, у турбо, конечно, поменьше, но это смотря как ездить, конечно же. Если не бустапить, не, там, сильно не вжаривать, ну, на турбе неинтересно не вжаривать, да, по сути, для того она и создана, чтобы турбо. Вот, ну, по мотору, я думаю, все, можно пойти в салончик, посмотреть салон и пора наваливать. Салон. Салон довольно интересный для машин этого класса. То есть у Toyota, там, у Nissan, у Mitsubishi салону, вот, ну ладно, Nissan, Mitsubishi не буду брать, потому что у них тоже есть интересный салон. У Toyota, вот они как-то более экономно относятся к материалам, только у некоторых моделей интересный салон. Здесь же мы видим очень интересные вставочки. Очень красивая такая какая-то необычная торпеда, драйверски настроена на водителя там. Климат-контроль удобный. Сама приборка очень такая интересная, не похожа на какую другую. Кстати, эта фигня работает, правда, что про открытие дверей, которую я говорил. Да, и вправду она работает. Тут есть такая вещь в приборке, я хочу об этом сказать. Она показывает, какая дверь у вас именно открыта. Не как у всех машин, там просто хоп, у вас лампочка горит, что дверь не закрыли. А тут именно какая дверь у вас не закрыта. Это тоже очень интересная вещь. Коробка с режимом переключения вручную передач можно, тоже интересная вещица такая. Ну, в принципе, в салоне, кстати, ковшеобразное сиденье тоже очень удобно. Прямо такие серьезные боковые поддержки. Прямо видно, что машина со спортивным дизайном. Вот еще, кстати, также может переключать на руле эти же плюс-минус ручной режим. То есть машина драйверская. Настроена под такое зажигательный режим. Прям хотите наваливать. Кстати, еще забыл интересный такой факт сказать про сотрудничество Subaru с Porsche. Subaru, как вы то... у Porsche тоже оппозитные моторы, как вы знаете. И была такая версия B4. Там, ну, по сути, она такая же была, но совместно с Porsche там у нее дорабатывали немножко другие обвесы, диски, там, ну, то есть экстерьер немного изменили. Эта версия очень редкая, и мало кто ее вообще найдет. Там S40 B4, по-моему, называлась, как так, S401 STI, вот, называлась она вот так. Ну, ребят, я думаю, пора навалить на этом интересном автомобиле, почувствовать его прыть, мощь. Я хочу проехаться на оппозите, потому что у нас его еще не было. И попробовать этот полный привод и его знаменитое раллийное управление. Так что погнали, ребят. Я сижу внутри этого автомобиля, и первое впечатление, конечно же, это, в принципе, сидишь внутри как в спортивном автомобиле, да, но ты понимаешь, что это автомобиль гражданская, как бы, машина изначально, legacy, наследие в переводе означает, да, то есть изначально вообще универсал, сделали из него седан и сделали, соответственно, спортивный уклон на этот седан. Вот. А внутри все очень так по-драйверски. Сидишь в ковше, руль такой удобный, у тебя переключение на руле, то есть все такое очень... Как будто сидишь в гоночном автомобиле, больше похоже на импрезу, чем на Legacy. Но вот в том и прикол весь Subaru, что они всегда делали акцент на свое, наверное, раллийное прошлое, на свои спортивные какие-то корни. Этим они, собственно, и брали. Мы едем 90, вот, едем в спокойном режиме, турбина почти не давит, ну вот сотню разгоняюсь, и очень мягенькая, комфортная машина. Закрываем окошко, внутри тишина вообще абсолютно, то есть шумка очень на хорошем уровне в принципе. Мягенькая, не сильно жесткая, хотя у турбо-версии обычно подвеска пожестче стоит, установлена, кстати, о подвеске. Спереди стоит Макферсон, сзади многорычажка, кстати, компактная, чтобы был более просторный багажник, то есть это же все-таки Legacy. Вот. Мотор классический Yosh, которого там много споров, много мифов. Там, ну, кто ездит на Subaru, потом не хотят пересаживаться на другие машины, потому что это уже как бы в крови, это образ жизни, там, ну, всячески, короче, это называют, да. Я люблю Subaru, в принципе, у них очень хорошее оснащение, хороший внешний вид, не похож на другие японские машины. Двигатель, единственное, да, пугает то, что двигатель оппозитный, но он
оппозитный, весь его прикол в том, что он оппозитный здесь, потому что тут низкий центр тяжести, этот звук бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот это вот, да. То есть это все дает вам оппозит. Хорошее управление того, что низкий двигатель, низкий центр тяжести. Вот. Но он сложный. Его нужно правильно обслуживать. Он сложный в ремонте и так далее. Тормоза, кстати, ну, они стандартные. То есть везде дисковые тормоза, естественно. Они стандартные, в принципе, их хватает. Сейчас мы попробуем навалить на ней, конечно же. Я потом сниму камеру и сделаю вам обзор разгона. Так, давайте попробуем навалить сейчас. Ух. Вот. Ну, для стандарта, да, в принципе, очень быстро идет. Хорошо идет, набирает прям уверенно, 140, 150. Хорошо идет, в принципе, вот. И прикол еще с этим ручным переключением. Вот видите, вот эти колдобины, да, на ней не так чувствую, как вот мы ездили на Турике, на Геттере. Та же самая дорога, те же самые волны на дороге, они не так уже чувствуются, потому что машина реально мягче, более комфортна. То есть она не зажата, такой жесткости у нее нету. Она более такая расслабленная автомобиль, мне можно ехать расслабленно, вальяжно, удобно. И когда надо, можете спокойно надавить и поехать. Конечно, это не гонка, прямо вообще не пушка. Ну, можно раскачать ее, там, бустапнуть, еще что-то сделать. Ну, зачем? По сути, это не нужно. Машина удобная, повседневная, с полным приводом, кстати говоря. Можно даже куда-то выехать, но она низковата, да. Но, в принципе, почему бы нет? То есть я еду 110 км в час, почти 120. И еду очень комфортно. И у меня есть большой запас мощи, чтобы обогнать попутных машин, которые будут ехать медленнее меня. Все это удобно и хорошо. Вот. Сейчас я выйду напрямую, там попозже, и я покажу вам разгон до сотни, чтобы вы примерно понимали, сколько она едет быстро. Но я думаю, примерно как Турик в стоке, примерно так. Может быть чуть быстрее, может быть чуть медленнее. Ну, по ощущениям, секунд, наверное, 7, 6,5, может быть даже. Может быстрее, черт его знает. Ну, сидишь удобно. Вот сиденье мне, кстати, очень нравится. Такие вот на Альтезе похожие были ковши. Сидишь так вжато, удобно. Тормоза можно было поставить получше. Можно было бы попробовать поставить получше. Вот. Сложная дорожная обстановка была просто. Один другого обгоняет. Да. 160 идем, кстати говоря, на скорости. 170 даже. Скорость, да, не чувствуется. Из-за того, что в машине тихо, она такая комфортная, ты не чувствуешь этой прыти, мощности, не какой-то там бешеный корч, который прямо вас будет рвать, как вот, например, Геттер. Вы ожидали от него мощности, такого подрыва бешеного. Здесь такого нет, здесь все плавно, удобно и так далее. Сейчас мы развернемся, я выйду напрямую и покажу вам разгончик до сотни. Попробуем в деле. Только УАЗик обгоним. Всякие. Сейчас такая приятная погодка с приятным цветом. Вы едете, привлекаете взгляды. Реально, цвет очень хороший. Все смотрят на вас. Интересно. И в то же время машина выглядит хорошо. И внутри она хороша. Снаружи экстерьер отличный. Салонник, все удобно. И вы еще и можете к этому всему добавить то, что она неплохо едет. Автомобиль идеальный. Может быть, это идеальный автомобиль. Может быть и так. Очень многофункциональный, я бы сказал, да. Вот если даже взять Legacy Универсал, да, и учитывая то, что у него может стоять тоже такой же мотор с двумя турбинами, и вы управляете универсалом, у которого огромнейший просто багажник, не это ли идеальная машина? То есть вы можете быть семейным человеком, но в душе остаться ребенком, чтобы наваливать на всем этом чуде. И это прикольно. Так, сейчас я встану, сниму GoPro. Так, надо потише сделать. Опа. Так.
Так. Сейчас я вам покажу примерно разгон до сотни. Надеюсь, вам будет видно, потому что я понятия не имею. Мне от экранчика, чтобы... Ну вот. Сейчас мы поедем до прямой, доедем, там я вам уже покажу. Ну вот, можете пока осмотреть салон. Вот, в принципе, климат очень удобный. Все, вот эта приборка такая, кстати, неплохо выглядит. Вот датчик турбины, давление турбины, естественно. Все это есть, все это функционирует, все это работает, все это классно. Сейчас мы... Вот это, кстати, ноздря в капоте такая, Subaru стиль. Ну, классно, это традиционно. Так что, в принципе, я бы, может быть, даже назвал этот автомобиль идеальным, потому что у вас есть все, в принципе. У вас есть полный привод, у вас есть мощность, у вас есть удобный салон оснащенный, у вас есть, в принципе, все, что нужно, по сути дела. Не это ли идеальный автомобиль? Может быть и так. Так, сейчас мы выйдем напрямую. Тут очень плотный такой поток, здесь мы можем наблюдать с моей, как бы, стороны водителя. Вот. Очень плотный поток. Так, сейчас будет прямая. Вот сейчас прямая. Сегодня очень плотный поток, потому что в воскресенье все едут люди за грибами, за ягодами. Собирают, все-таки уже близится осень. Так, ну я рвать не буду прямо сильно. Ну вот, сейчас мы тут остановимся и навалим. Сзади пока никого нет. Так, я просто с дэшки тронусь и все. Примерно так это происходит. Очень тихо, спокойно, никаких проблем. То есть вы не чувствуете, ну, чувствуется подрыв, конечно. Естественно, вас сдавливает сиденье и все такое, но это все так происходит плавно, удобно, незаметно, может быть, даже, не знаю. Ну, безусловно, интересно. Так, сейчас я поставлю обратно. Что скажем в итоге, ребята? Автомобиль, в котором есть абсолютно все, полный привод, удобство в салоне, хороший внешний вид. В этом автомобиле есть все. Есть, конечно, пара изъянов, которые, ну, в принципе, терпимые, в принципе, надежные. Ну, если все вовремя делать, все вовремя обслуживать, машина будет служить вам верой и правдой, и вы будете привлекать, если вот так покрасить, еще особенно, будете привлекать взгляды других людей. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и все, всем пока. Что-то там тебя вибрануло что-то там.